мы впервые встречаемся от столетия нашей республики, как одна семья, как сказано в народных сказаниях, на большую Тюрге. Мы ждали этот день давно. Возрождая республику, безусловно, мы думали о будущем, что наши дети, внуки будут населять не только нашу республику, но выйдут за пределы республики. Что наглядно видно сегодня. Вот недавно я смотрел сайт «Русский мир», где опубликована очень красивая фотография о нашем национальном празднике СССР. И там сказаны такие проникновенные слова. Это душа народа Саха, воплощенная в празднике СССР. В связи с этим я хотел бы сказать, что мы слабо пользуемся услугами русского мира. Ведь мы являемся россиянами. Сегодня проблема русского мира стоит очень остро, с таким расчетом, что мы именно через народную дипломатию, через своих посланцев, через своих студентов, обучающих в зарубежных вузах и так далее, даже проживающие в тех или иных странах, мы должны быть большими патриотами. Я предложил бы, что в русском мире мы вошли как сегмент, который тоже является россиянами, тоже живут жизнью России, тоже пропагандирует наши достижения за рубежом, тоже самое в целом русский мир. Поэтому я хотел бы в нашей резолюции включить специальным пунктом, что мы вошли в эту установившуюся мощную организацию русского мира за рубежом, как составная часть этой организации. Это во-первых. Во-вторых, когда мы отправляли первый раз своих ребят на поступление в высшее учебное заведение за рубежом, подготовка целых по кадрам, ведь мы начали с того, что нам нужно. Посудите сами, мы 30 лет тому назад не видели, якутяне, что такое алмаз. Когда стали собственниками, перед нами стояла большая задача. А как войти в алмазный мир? Практически республик никто не знал, что это значит. И вот тогда первые ребята, которых мы направляли, обучались на базе Дебирца в Лондоне и стали великолепными менеджерами алмазной промышленности, которые сегодня здравствуют, и Якутия принимает непосредственное участие в виде производства бриллиантов, ювелирных изделий и так далее. Одна вывеска ЭПЛ, которая разукрашивает московские бриллиантовые магазины, ЭПЛ, это бренд Якутии. Все знают, что это якутские алмазы.
Все знают, что это мастера сделаны в Якутии. Приятно? Конечно, приятно. Далее, когда мы цирк еще строили, мы по договоренности с руководством, высшим руководством Китайской Народной Республики направили ребят для будущего циркового искусства обучать. Если память не ошибаюсь, до сегодняшнего дня ребята учатся. То есть 6-й или 7-й поток. Ребята организованно с младших классов выезжают туда, обучаются. И мы создали все условия, чтобы они чувствовали, что якутяне, они возвращаются в Якутию родную. Создали все условия, вплоть до обеспечения преподавателей, поскольку общеобразовательные предметы мы вели тогда в посольской школе, а там не хватало предмета якутского языка, и отсюда мы отправляли преподавателей. Вот так мы развивали первоначально, закладывали фундамент именно создания нашей диаспоры и наши ребята, чтобы там чувствовали вольготно. Продолжая эти традиции, вот ребята много делают, которые, возможно, в обобщенном виде еще доклады не делали. Это, например, вот я хорошо знаю выпускницу нашей Артемской средней школы, которая окончила золотой медалью эту школу, потом Бауманку закончила, потом она вошла в банковской системе Германии, а с Германии попала в большой компании, еще большой компании Англии. И она от всего сердца, желая развития таланта в родной школе, ежегодно установила стипендию от 30 до 40 ребятам, отличникам всех классов этой школы. Это великолепный пример. Далее я хотел бы сказать, что в прошлом году, когда наша республика охватила вот, стихийное действие, вот нашлись люди, которые добровольно собирали ранцы для потушения этих пожаров в нашей республике. И тысячи ранцев отправляли Китайской Народной Республике. Я могу привести еще несколько примеров, которые характеризуют патриотизм наших ребят. Они даже при больших санкциях умудряются найти выходы, помогать и устанавливать связи со своей республикой. Поэтому я такой метод, обоюдная и ребятам, помощь ребятам, проживающим за рубежом, и помощь ребят из-за рубежа своей республики, пусть своим родным, близким, во всех отношениях помогает и друг друга не забывает. Вот что я хотел бы сказать, что обоюдная с обеих сторон связь была крепка, с каждым годом укреплялась. Я убежден в этом, что мы еще найдем новые формы работы, чтобы это движение развивалось у нас вширь. Спасибо.
спасибо. Коллеги, давайте еще раз поблагодарим нашего первого президента за его постоянное и неподдельное участие в судьбах родной республики и его народа.